Добрый день, дорогие друзья, уважаемые читатели и все те, кто подключился на нашу встречу. Сегодня с вами я, Варвара Сазонова, ведущий библиотекарь Краеведческой библиотеки филиала номер 1 имени Виссариона Григорьевича Белинского. Как мы все знаем, ежегодно 23 февраля в стране отмечают праздник мужества и доблести, День защитника Отечества. К этой дате в рамках сетевого проекта «Библиотека. Правовой навигатор» мы, конечно же, пригласили в гости большого друга нашей библиотеки, активиста, общественника, ветерана афганской войны, председателя общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Юрия Владимировича Бережного. Добрый день, Юрий Владимирович. Мы очень рады вас сегодня видеть на нашей встрече. Расскажите нам, пожалуйста, немного о себе, как вас призвали на службу, как вы попали в Афганистан, о деятельности общественной организации «Инвалиды войны». Юрий Владимирович, подключите, пожалуйста, звук. Вас не слышно. Вот, я подключил. Уважаемые участники, во-первых, вот, невзирая на вид, вот, все равно находите встречи, общение посредством новых технологий, за которыми будущее. Вот, поэтому ваше будущее, наше уже, как бы, наша, конечно, жизнь впереди, но как бы, мы уже люди пенсионного возраста. Вот, в этом году исполнилось 33 года со дня окончания войны в Афганистане, 15 февраля. Мы проводили мероприятие, было возложение цветов на памятник ветеранам боевых действий Республики Саха-Якутия, который находится на площади Победы возле часовни. Этот памятник, значит, был построен, установлен, вот, как бы наша организация принимала участие по его строительству и установке, то есть мы участвовали в грантах, в гранте главы города Якутска, вот, благодаря, значит, пониманию вопроса Айсен Сергеевич нас поддержал, и мы, значит, этот памятник поставили. Это как бы такая одно из направлений нашей деятельности. Значит, я призван был в армию с города Нерюнгри, значит, Забайкальский военный округ, где закончил учебное подразделение, то есть учебка так называемая. И по окончании учебки я получил воинскую специальность командира саперного отделения. Значит, затем по окончанию учебки была для формирования роты, вернее, инженерных подразделений в Афганистане, значит, была сформирована сводная команда, и нас, значит, передислоцировали в Афганистан. Сначала нас привезли в Кабул, ну, через Ташкент. До Ташкента мы ехали поездом, с Ташкента самолетом в Кабул. С Кабула там, значит, все военнослужащие, которые прибывали, они находились там, пересыльный пункт был, значит, и, значит, затем были распределены
на, получается, северо-восток Афганистана, а для наших рубежей вот есть, вернее, была самая южная точка, это Кушка. И вот от Кушки, значит, наш батальон находился 250 километров. Значит, с афганской стороны это, значит, была точка, вот если видели в фильмах, значит, на фотографиях, войска выводились как раз вот с зоны действия, через зону действия нашей дивизии. Значит, вот как бы Таугунди это точка в Афганистане, а в Советском Союзе это была Кушка. Вот, но войска были выведены в 1989 году. Я закончил службу в 1986 году. Значит, в звании старшины командир саперного отделения. Значит, за службу, значит, и те мероприятия, которые как бы проводились, я был награжден медалью за боевые заслуги. Вот, и вернулся к повседневной жизни, вернулся, значит, на работу в аэропорт Неринга. Сейчас я тружусь в аэропорту Якутска. Значит, так как поменял место жительства, переехал сюда, в Якутск. Ну, наша организация вот памятник установила, потом, значит, основное направление деятельности – это реабилитация и ветеранов, инвалидов боевых действий, значит, и инвалидов военной службы. Также у нас имеется в наличии передвижная выставка картин. Значит, это картины двух художников. Один из них Куценко, генерал-майор, значит, инженерных войск, получил инвалидность. Он, ну, личность такая, значит, к сожалению, его уже нет среди нас. Он писал и стихи, и рисовал картины, и играл на гитаре, сочинял песни. Вот такой вот, как бы, ну, практически все, вот, значит, мое окружение, значит, это люди с сильной волей, характера, значит, не сдаются в жизненных ситуациях. Вот, и благодаря этому, как бы, вот этой закалке мы продолжаем жить и творить, и, значит, делаем на благо республики, России, своих семей, своих близких. У меня 3 дочери, вот младшей 16 лет, исполнится в этом году. Старшие, средние учатся в Москве. Вот, ну, учатся на бюджете, это они самостоятельно, как бы, значит, достигли этого. Я рад этому. Значит, что еще? У организации имеются отделения в Алданском районе, в Нерюнгринском, Ленском, Мирнинском районах, вот, и в Якутске. То есть мы общаемся, значит, проводим какие-то мероприятия, которые планируем, там, 9 мая, значит, участвуем. Ну, вот тоже, будем так говорить, одна из летописей нашей организации, это, значит, когда были у нас, значит, не смотр, а, значит, проходы в честь 9 мая, значит, там впереди шла всегда колонна ветеранов Афганистана и других локальных конфликтов. Вот большую часть как бы вот формы этой
приобретала наша организация. Благодаря ей, как бы спонсорам, мы, значит, одели тех, кто принимал участие в этом торжественном проходе. Вот. Ну, то есть, когда начнутся, не знаю, будем ходить, не будем ходить, когда начнутся массовые мероприятия, ну, ждем, надеемся. Так что как-то так. Но у нас обширный, как бы, организация наша является якутским региональным отделением, то есть по всей Российской Федерации, включая Крым, значит, в каждом субъекте есть отделение организации нашей общероссийской. Поэтому, естественно, мы общаемся между собой, значит, делимся достижениями, делимся, значит, как бы утратами. Ну, то есть вот организация живет, существует и продолжает жить. Ну, как бы вот более-менее такая картина маслом. Мгм. Понятно, спасибо за рассказ. Я смотрю, у нас в чате поступили вопросы, давайте мы на них ответим сразу. Как часто вы видитесь со своими сослуживцами? Как проходят ваши встречи? Со своими сослуживцами я по возможности стараюсь встречаться, ну, каждый год. Не бывает, бывает так, что с кем-то с одним встретился, или вот прилетаю в Москву, у меня там однополчане, значит, один в Чите проживает, ну, мы с ним созваниваемся, значит, ну, наверное, еженедельно. С другими раз в год встречаюсь. Надеюсь, что мы организуем там встречу в Москве. Командир взвода пандемии, он приезжал сюда, персонала, ну, не только рапорта, раз в 2 года общались с ним, ездили, на рыбалку я его возил на Якутии. Школу я заканчивал в Айхале, вот. Потом, значит, родители переехали в Неринг, я жил там. Ну, сейчас женился и переехал, как бы так. Мгм, понятно, спасибо. Значит, Следующий вопрос. давайте. Следующий вопрос у нас от Ульяны Афанасьевой. Она спрашивает: здравствуйте, с праздником защитников Отечества. Ваше самое жуткое воспоминание о службе в Афганистане? Жуткое воспоминание. Ну, наверное, не жуткое, наверное, тревожное, если так можно выразиться. Мы были дежурным подразделением по батальону, значит, и сидели, смотрели кино в кинотеатре. У нас свой клуб был. Значит, тут поступает вводная, значит, нас Ой. выезжаем, значит, ситуация была такая: дружественная банда, значит, их ночью, значит, они попали в засаду, их расстреляли, и вот для того, чтобы придать
И для того, чтобы придать земле, саперов пригласили для того, чтобы мы обследовали тела на предмет заминирования, значит, ну, то есть, чтобы обезопасить, да, у нас было всего 2 БТР, 300 человек, значит, и так как это были вой, крик и так далее, вот, но мы взяли, у нас у БТР сломался двигатель один, вот на том двигателе мы, значит, как бы в пустыне, значит, 2 БТР, больше сопровождения никакого не было, значит, охранения не было. Ну, значит, поздно ночью мы вернулись в батальон. Вот, это, наверное, вот самое такое тяжелое. Вот. А когда в период боевых действий, там, это война, это тоже работа, значит, как бы выполняли свои, значит, боевые обязанности, втягиваешься, отвлекаешься, забываешь. Вот. Ну, как-то так. Ульяна, спасибо за вопрос. Да, спасибо нашим читателям за вопросы. Я вижу у нас еще один вопрос. Добрый день. Как изменилась ваша жизнь после службы в Афганистане? Ну, как изменилось? Я стал сильнее духом, крепче духом, сознанием. Вот. Мы, кстати, сегодня ночью уже были, для нас это ночь, в Москве это было. Мы сейчас находимся на этапе исторического события, то есть возвращаются территории бывшей России в Россию. Вот какие будут последствия, пока предсказать трудно. Но надеюсь, что, значит, 8 лет как бы были попытки Российской Федерации добиться решения вопроса мирным путем. Ну, не слышали, не хотели слышать, потому что наши, в кавычках сказать, партнеры, друзья, в кавычках, значит, они обманным путем, значит, достигали своих каких-то имперских целей, ну, взять, значит, вот нападение на Ирак, когда на заседании Совета Безопасности ООН там, значит, американский товарищ потряс какой-то, значит, пробиркой, и в обход решения Совета Безопасности ООН они ввели туда войска, разгромили Ирак. То же самое произошло в Ливии, в Сирии, бегство их с Афганистана. До сих пор, ну, вот наши, мои, так сказать, мои однополчане, ребята афганцы, которых я знаю, из других регионов, они, бывает, ездят в Афганистан на места своих боевых, значит, сражений. И встречаются с афганцами, с теми, которыми мы как бы вели войну, встречаемся, обнимаемся, пьем чай, сидим за столом. Они говорят, лучше вас, шурави, то есть шурави это русские, значит, нет воинов, таких храбрых, щедрых, и, значит, мы оказывали там и гуманитарную помощь, ездили, значит, в села, раздавали продовольствие. Ну, Афганистан и сегодня это 14 век, значит, по летоисчислению, а у нас сейчас 21 век. Значит, ну,
как бы сопоставление того, что жизнь вносила в них коррективы, в их жизнь, в афганцев. Вот. И такие картины, допустим, идет Дитханин, это крестьянин по нашему переводе с афганского, идет, пашет на валах, пашет, значит, землю деревянной сахой, значит, при этом у него японский, ездит на машине Toyota, и японский магнитофон, кассетник. Ну, вот такие вот, как бы, значит, разновекторные факторы жизни. То есть, конечно, это было интересно. Видели мы много исторических фактов там, значит, ну, как бы, все это в памяти в нашей есть. И мы готовы, если будет необходимо, стать на защиту нашей Родины. Спасибо. Следующий вопрос у нас от читателя. Какая сейчас обстановка в Афганистане? Сейчас там, значит, непризнанные нами как бы талибы, но они взяли власть, они, значит, живут, как бы гражданское общество их воспринимает. Наше посольство находится в Афганистане, работает в штатном режиме. Это единственное из посольств. Остальные, то есть они нас слышат, мы с ними общаемся, значит, значит, но Афганистан всегда был к России дружествен, значит, потому что еще с прошлого века, даже не с прошлого, а с 17 века сотрудничество с Россией и Афганистана, оно было на добрых, дружеских, значит, началах, и общение происходили, значит, ну, как бы мирно. Поэтому в Афганистане ситуация сейчас нормализуется, то есть нет там американцев, нет раздражителей, которые, значит, без причины расстреливают жителей мирных. Значит, когда мы находились там, этого не было. Вот, и ответственность, они же не хотят на себя брать за расстрелы этих мирных жителей. Никто не наказан. Безнаказанность, вот она и порождает такие, значит, конфликты. То есть я уже перечислил сегодня, вот ихняя демократия, к чему якобы демократия в кавычках, потому что прежде всего они преследуют свои корыстные финансовые интересы. Вот, в Сирии, значит, они до сих пор, значит, качают сырую нефть и контрабандно ее продают. То есть это им приносит деньги, значит, но мы, надеюсь, мир будет восстановлен в Сирии. Ну, не только в Сирии, теперь и в Донбассе, и в Луганске. Вот, то есть президент своим указом гарантировал защиту, военную защиту вот, значит, этих националистов украинских. Спасибо. Далее у нас читатель спрашивает, что думаете о ситуации сейчас в Донецке и Луганске? Как бы начал уже эту тему. Будет все нормально. Будет все нормально, потому что, значит, как бы жители Луганска и Донецка, они определились. Скорее всего, произойдет дальше следующее. Там
русскоязычная Одесская область, русскоязычная Харьковская область. Я так думаю, что они тоже примкнут к Донецку и к Луганску. Украина вернется в свои, значит, дореволюционные границы. Я не думаю, что будут сопротивления с их стороны, потому что они прекрасно понимают о том, что русских трогать не надо. Это точно. Угу. Далее я хочу у вас спросить, какие фильмы, книги об Афганистане вы смотрели или читали? Ну, все, что касаемо как бы художественных фильмов, Афганистан, первый фильм художественный про Афганистан был, значит, в главной роли Микеле Плачеда, это итальянский актер, значит, он исполнял это «Афганский излом». Ну, значит, все остальные фильмы, там, «Девятая рота», «Гроза», значит, ну, все фильмы, которые касаются, я их все смотрел. Смотрели. Произведения, да, произведения читаю, художественные, документальные. Вот, это моя память, поэтому мой командир взвода вот недавно издал, значит, книгу, ну, документальную, конечно, не художественную, где он описывал, значит, в тот момент он был лейтенантом, сейчас он полковник запаса, значит, специалист очень высокий, он участвовал и в Таджикистане в разминировании, вот, и, значит, в международных проектах он по разминированию принимал участие. Вот он написал «Мой лейтенантский Афганистан». Вот, я помогал ему, значит, редактировать, то есть как бы первый, кто читал его рукописи, это был я. Я находился у него дома, значит, как раз я был в отпуске, поехал к нему в Тверь и обсуждали, значит, издание этой книги. Так что у нас была издана книга, то есть, опять же, нашей организации «Афганистан в моей судьбе». Спасибо за ваш ответ. Так, у нас пока вопросы. Ой, я вижу еще один вопрос. Говорят, из-за ситуации в Донецке мост через Лену не построят. Видимо, речь идет о нашем мосте через Лену. Да, я не думаю, что это как бы произойдет. То есть намеченные проекты, они все равно завершаются, так как начало строительства произведено. Я понимаю, что если бы это было на начальной стадии, когда еще документы не были утверждены, когда не произведено начало строительства, объект будет достроен. Все будем этого ждать с нетерпением. Да. Ну, на этом вроде за вопросы читателей у нас пока закончились. Вот, к сожалению, время у нас ограниченное, поэтому... Ну, всех молодых людей, значит, наступающим днем защитника. Слово защитник, оно очень объемное, емкое. Значит, это защита не только, значит, исполнения своей воинской обязанности,
ну и защита дома, очага, значит, семьи. Поэтому всех с наступающим праздником. Мгм. Юрий Владимирович, спасибо вам, что вы пошли к нам навстречу и принимаете и принимали активное участие в жизни нашей библиотеки. Также мы знаем, что вы принимаете активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Также, пользуясь случаем от имени коллектива библиотеки имени Белинского, также хочу поздравить вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаем вам крепкого здоровья и быть всегда на позитиве. Спасибо вам за встречу. Дорогие слушатели, к сожалению, наше время подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. До свидания. Всем До здоровья свидания. и позитива, как вы сказали.